Урматтуу айымдар жана мырзалар. Доброе утро, уважаемые дамы и господа, уважаемые участники круглого стола, уважаемые члены правительства. Сегодня мы собрались обсудить стратегию развития системы здравоохранения Республики до 2020 года и вытекающий из нее актуальный вопрос охраны и укрепления здоровья населения. Охрана здоровья населения Республики является важнейшей задачей нашего правительства. На целью улучшения системы здравоохранения государством выделяются значительные финансовые средства. Общие расходы государства на систему здравоохранения составляют 3,3% от внутреннего валового продукта. В номинальном выражении бюджет системы здравоохранения в 2013 году составил 12 миллиардов 800 миллионов сомов, или 13% от всех государственных расходов. Доля здравоохранения расходной части бюджета является третьим по счету после системы образования и социальной защиты. И медицина мог бы и сами зарабатывать, в принципе, значительная часть доходов. Другой вопрос, насколько мы эффективно используем этих средств. Использование этих средств эффективно оставляет желать лучшего. В результате у нас в республике сегодня найти человека довольно качества медицинской помощи, эффективности действующей системы здравоохранения, наверное, очень трудно. Здесь сидят, кому не безразлична судьба здравоохранения Кыргызстана. Весь свет медицины, общественность. Я думаю, что вы над этим будете думать. Хочу назвать только некоторые из них. Показатели эффективности здравоохранения не внушают надежды. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составляет более 50% от всех случаев смерти. Ежегодно от болезни смерти умирает около 18 тысяч человек. По данным Всемирной организации здравоохранения в Кыргызстане имеется тенденция к росту случаев смерти от болезни системы кровообращения. Растет число случаев ВИЧ-инфекции, которое привалило, по официальным данным, более 5000 случаев. О точных данных, наверное, мы сегодня не сможем сказать. Экспертная оценка, эту цифру можно увеличить в разы. Самое плохо, что среди них растет случай заражения детей. Высокой остаются показатели заболеваемости туберкулезом. Хочу подчеркнуть, что это показатели на порядок выше, чем в соседних странах. Есть о чем подумать. Главная особенность, представленная на обсуждении стратегии, это межсекторальный подход к охране здоровья населения. Значит, что задействованы госорганы в реализации стратегии Министерство образования, социального развития, экономики, финансов, ФОМС, Государственное агентство по физкультуре и местные органы власти должна определить свои задачи и составить реальные планы мероприятий по охране и укреплению здоровья населения. Серьезное отношение всех государственных органов, всего общества к здоровью человека значительно улучшит эффективность проводимых мероприятий по реализации стратегии. Поэтому я призываю министров и всех руководителей местных органов и руководителей ведомств самым серьезным образом относиться к данной проблеме и принять активное участие в обсуждении проекта предоставленной стратегии. Здоровье народа – это богатство страны. Пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю признательность нашим гостям, а также представителям международных организаций, Всемирной организации здравоохранения за содействие разработке стратегии по развитию системы здравоохранения в нашей стране до 2020 года. Представлен сегодня на обсуждение проект стратегии развития системы здравоохранения является стратегической основой политики государства по улучшению здоровья и благополучия населения нашей республики.
которые разработаны в соответствии с национальной стратегией устойчивого развития нашей республики до 2017 года и программой деятельности правительства. Стратегия должна быть включать все вопросы, касающиеся системы здравоохранения и дальнейшего продолжения проводимых реформ с внесением соответствующих корректив при необходимости. Тем не менее, основным приоритетом новой стратегии должна быть развитие в стране менее затратного профилактического направления медицины. В стратегии будет заложена основа поэтапного развития стационарной медицины, в том числе по оказанию высокотехнологической медицинской помощи. Однако экономически выгодным и важным во всех отношениях является уменьшение уровня высокозатратного стационарного лечения. Хочу напомнить, что ежегодно около 1 миллиона человек в нашей стране получают лечение в больницах. И на это государство тратит более 3 миллиардов сомов. Это очень много и неэффективно. Поэтому предупреждение болезни на всех этапах ее развития, агитация и пропаганда здорового образа жизни, занятия физкультурой, повышение эффективности амбулаторной медицинской помощи, снижение уровня заболеваемости населения является основным направлением стратегии. На здоровье человека влияет множество факторов, и в свою очередь здоровье также воздействует на многие сферы нашей жизни, нашей страны. Достичь прогресса в этой сфере можно лишь благодаря усилиям всего общества, прежде всего здесь сидящих руководителей. Поэтому каждый кыргызстанец, гражданское общество может внести свою лепту в реализацию новой стратегии. Еще раз повторяю, здоровье граждан – это богатство нашей страны. В связи с этим, что решение проблем, связанных с охраной и укреплением здоровья населения, требует активного вовлечения всех секторов общества и политической ответственности руководства страны. Считаем целесообразным создание межсекторального координационного совета на уровне правительства. При этом необходимо пересмотреть функции ранее созданного Совета по здравоохранению. Нам необходимо обновить и активизировать наше партнерство в целях повышения уровня согласованности проводимой политики. И мы должны еще более эффективно использовать тот огромный научный, технический, профессиональный потенциал, который имеется в нашей стране. Прежде всего, мы должны опираться на собственных специалистов. В заключение хочу отметить, что в целях охраны и укрепления здоровья населения необходимо развивать общественную и действующую систему здравоохранения, а также усилить международные связи в данном направлении. Желаю участникам сегодняшнего круглого стола плодотворно успешной работы. Заканчивая свое выступление, еще раз хочу обратиться к присутствующим, особенно элиты медицины. В ваших руках сегодняшняя медицина. В ваших руках. И вы должны сделать реформу, только вашими руками можно. Наши зарубежные консультанты могут порекомендовать, сделать свое предложение. Но реализация этой стратегии только в наших руках. Максимально надо использовать всех наших специалистов, которые работают в нашей стране. Мне отрадно и иногда обидно, что наши специалисты уезжают за пределы страны. Значит, что-то не так. Отток умов. Над этим надо тщательно поработать и подумать, что нам надо делать. Желаю еще раз успехов в данном круглом столу.